говорим исключительно через призму общественного транспорта. Так, с этого дня проехать в общественном транспорте республики можно по QR-коду уже после первого компонента вакцины. Порядок его получения такой. Если вы уже привились первым компонентом, со справкой о вакцинации или сертификатом с госуслуг можно подойти в поликлинику по месту прикрепления, где вам и выдадут временный QR-код. Тем, кто собирается сделать первый компонент вакцины в поликлинике, QR-код выдадут сразу на месте. Если от ковид привились в мобильном пункте, вас направят либо в поликлинику, которая организовала вакцинацию, либо по месту жительства. То же самое касается мобильных выездных бригад на предприятиях. QR-код о вакцинации смогут получить и военнослужащие. Нужно обратиться в поликлинику со справкой о вакцинации и военным билетом. Тем, у кого медотвод, код выдается в поликлинике по месту жительства. Его оформляет участковый врач-терапевт по решению комиссии. Срок действия медотвода определит лечащий специалист. Задача начать сегодня эту работу, говорить о том, что сегодня вот прямо все начали в 7 утра выдавать, мы это не можем. Сегодня первый день, когда такая работа разворачивается, мы этот вопрос стараемся сделать так, чтобы было населению комфортнее. Временный код после первого компонента и спутника Лайт действует 24 дня до получения федерального сертификата. Я думаю, что это правильно. Раз первый компонент человек сделает и второй. Народа гораздо меньше стало. QR-код не у всех. Чем быстрее наш народ вакцинируется, тем мы будем здоровее. С этим согласны и в Роспотребнадзоре. Сегодня в республике привились почти 2 миллиона человек. По сравнению с прошлой неделей специалисты отмечают снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, но говорить о стабилизации рано. В ноябре заболеваемость выше октябрьской в 1,5 раза. По-прежнему много заболевших среди пожилых. Заболеваемость лиц старше 60 лет в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекции составляет по-прежнему 30%, и эта доля также не снижается. Летальность, вы знаете, среди данной категории выше, чем среди других контингентов в 4 раза. И еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости в данной возрастной группе до 10%. На сегодня привита лишь половина от этой возрастной группы. Не радуют и темпы ревакцинации. Ее прошли лишь 66 тысяч татарстанцев. Я напоминаю, вакцинация у нас с вами вообще началась уже год назад. Это означает, что согласно тем рекомендациям, которые у нас существуют, что повторная вакцинация рекомендована через 6 месяцев после первичной. Исходя из этого, очевидно, что темп здесь недостаточен. Вакцинация – единственная панацея от болезни, отмечают врачи. Привиться можно одновременно с вакциной от гриппа. От уровня коллективного иммунитета будет зависеть, в каких условиях пройдут новогодние праздники. Тем временем в Татарстане продолжаются проверки предприятий на обязательную вакцинацию сотрудников. Так, за минувшую неделю проинспектировано 105 объектов. На 22 обнаружили нарушения. В рамках постановления на предприятиях привились 714 тысяч человек. Напомним, что с 7 декабря те, кто не получит вторую дозу вакцины, должны быть отстранены. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.